Добрый день, уважаемые товарищи. Я Владимир Васильевич, да, вот у нас, у коммунистов, если работать, так значит работать. Представляете, я в своем огороде, вот на моей грядке видать, что вот тут какие выросли арбузы. Вот я когда увозил арбузы своей жене на работу в лесбольницу, да, специально взвешивал вот эти арбузы. Вот арбузы, они там по 14-13,5 килограмм. Вот это я все вырастил своими руками, понимаете? Это вот вообще здорово. Вот этот арбуз, если, мы его сейчас сорвем и будем кушать. Вот этот арбуз, видите, это вот, видите как? Это там не магазины, тут видите, вот у него вот ростки, все. Вот этот арбуз будет весить, я его взвешивал, он весит 15 килограмм, представляете? Вот как умеют работать коммунисты. А арбузы-то когда будем есть? Арбуз будем сейчас пробовать. Любой на выбор, они все спелые. Они прям красные, сладкие? Они прямо красные, сладкие. Климат... Расскажите нашим, вот помимо всех этих выбранных страстей, что за семена или как вы их посадили? Вот, все... эти семена я купил там в магазине Маргарита, там, который находится на улице Красных Партизан. Называются они голландские, вроде бы как, я не знаю. И вот я их посадил, и вот в общей сложности у меня вырос 21 арбуз. И все арбузы огромные. Поэтому вот я вот эти арбузы вот кушаю, поэтому я такой толстяк. Да вы что, обалдеть. Но они, надеюсь, сладкие. Они очень сладкие. То есть у нас, получается, в Сибири, в республике Тыва, можно вырастить арбузы? У нас можно вырастить арбузы, если человек трудолюбивый, если у него, извините за выражение, руки растут откуда надо. Я надеюсь, сейчас пойдем и попробуем и отснимем. Да. Пошли тогда, пошли, пробовать арбузы. идем. А это что, градом все побило, да? Это все побило градом, да, вот, посмотрите, теплица моя, все в прах, огурцы, помидоры, что теперь сделаешь? Природу мы пока не можем, как сказать. Да, пошли, я уже хочу попробовать эти замечательные арбузы. Пошли. Какой, вот этот возьмем, да? Давай, бери вот этот. Ух ты, вот это звук. Четкий, Василич. Вот это да. Вот этот оторвался, вот этот возьмем. Ну все, пошли пробовать. Идем. Уважаемые товарищи, представляете, вот опять у меня не повезло в этом году. Был такой большой град, я не знаю, какой был в городе, но у нас был град примерно вот как с грецкий орех, представляете? Посмотрите, вся листва на полу, все ранетки на полу, понимаете, опять мой труд там такого, как сказать, там по-русски, там бедного сельхозпроизводителя, пошли на сматку. Ну да, посмотри, все градом побило. Град был мощнейший. Нет, здесь у нас очень большой град был. А помидоры и прочее как? Помидоры, огурцы все у меня побило, представляете? Я в этом году, каждый год я собираю где-то 20-30 ведер помидор, 10-литровых ведер. Уважаемые товарищи, посмотрите, что вот эта природа, что вот этот град сделал с моей теплицей. Все огурцы у меня все попадали, их все побило градом. На помидоры даже, знаете, честно говоря, без слез смотреть невозможно. Вот те года мы собирали по 20-30 ведер помидору. В этом году невозможно будет собрать даже там 4-5 ведер. Вот как-то так, товарищи. Ай-яй-яй. У тебя теплица просто открыта, да? Да нет, я ее открыл, потому что как сказать по-русски, там солнышко вот этот поликарбонат, он там сажа, мажа там, и солнце не поступало, и вот видишь, вот все там там эти листы я снял. Вот так. Ну понятно. Василич, какой плакат из былых времен, он уже выцвел, да, весь? Да. Ну что, а это что за дерево такое интересное? Пихта, что ли? Товарищи, смотрите, вот этой пихте где-то приблизительно лет, наверное, 8-10. И смотрите, какая она вообще шикарная пихта. Вот я ее поливаю, и, как говорится по-русски, да, и поливаю все свои цветы, и пою песни. Мои милые цветы, мне не жаль для вас воды. И я это поливаю. Вот такой вот я человек. Молодец, Василич, молодец. Прежде чем я буду угощать своих товарищей коммунистам арбузами, его надо помыть, потому что он все-таки на песке растет, и поэтому вот сейчас я его помыл, вот это пятно контакта, вот что оно там на земле росло. Короче, товарищи, арбуз очень вкусный. Сейчас оценим, Василич. Все хорошо. Дорогие друзья, для вас наш
Владимир Васильевич сейчас разрежет арбуз, выращенный на его грядке. Итак, Васильевич. Видишь, как он хрустит, что он сделал. Хрустит-то какая. Это тувинский арбуз. Это тувинский арбуз, да. Это вот настоящие наши тувинские арбузы. Вот представляете, я Ё-моё. такие сладкие арбузы ел только в Таиланде. Даже в Турции таких арбузов нету. Васильевич, давай нарезай тувинский арбуз, оценим, насколько он сладок. Как хрустит, Да а? тут даже пахнет А сладким. пахнет-то как, ё-моё, ничего себе. Супер. Приятного аппетита, Роман Тельман. Ну что, Я ваше этих здоровье. арбузов, честно говоря, объелся уже. Как? Какие сладкие, Ну, на самом Васильевич. деле сладкие. От жадности такой кусок, я чуть не подавился. Да нормально все. Я не пожалел, понимаешь. Уважаемые жители Республики Тыва, благодарность Владимиру Васильевичу за его огородничество. Я могу сказать, это очень сладкий тувинский арбуз. Друзья, тувинский арбуз. А если кто-то хочет вырастить его, что можете пожелать? Ну, вырастить надо, чтобы, вот, извините за выражение, руки росли из того места. Ну и, конечно, труд. Как говорится, вот, труд и еще раз труд. Как завещал наш учитель Владимир Ильич Ленин, работать, работать и еще раз работать. Я Учиться, еще перефразировал, раз конечно. учиться, конечно, перефразировал, но посмотрите, тувинский арбуз. Супер, давай кушать. Давай. Давай. Да, вот это арбуз. Ну, ты на самом деле, Вкуснющий арбуз. ты на самом деле видел, что он у меня вырос? Конечно, огонь просто. Друзья, в Туве можно выращивать такие супер арбузы. Я думаю, что мы в свою программу включим вопросы растениеводства. Вообще супер.